Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Взяв фотокамеру и блокнот, я часто отправляюсь в дальние поездки по полуострову, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому вместе с телекомпанией АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Крым – это целый мир в миниатюре. И если искать на планете аналоги тому пейзажу, который мы видим сегодня, то это будет, безусловно, Арктика или Антарктида. Слева от меня белые льды Азовского моря, скованного лютыми морозами до самого горизонта. А справа, через 200 метров, промерзший до дна Севаш. Узкая полоска земли, которая тянется между ними на целых 120 километров с юга на север, до самого материка, называется Арабатской стрелкой. По сравнению, например, с Крымскими горами, которые поднялись со дна океана более 10 миллионов лет назад, это очень молодое геологическое образование. Волны и ветра создали его менее 1000 лет назад. Арабатская стрелка выглядит словно ровная тропа, проложенная через море. Жители Крыма давно оценили удобство такого пути и охотно пользовались этим природным трактом. Крымско-татарские торговцы из-под Керчи еще в XIX веке посылали по ней свои телеги с товаром на украинские рынки. Перебраться по стрелке на противоположный берег не составляло труда. Северная конечность этой песчаной косы отделена от материка проливом столь узким и мелким, что жители Украины так и называли его – «тонка вода». Стрелка использовалась и как пастбище. Известно, что крымские ханы держали тут своих лошадей, и что эти табуны исчислялись многими десятками тысяч. Эта местность не очень богата водой и сочной травою, зато животные, ограниченные морем, не могут далеко разбежаться, и в случае надобности их можно было легко заарканить и оседлать. Это несметное богатство, 1000 отборных лошадей, конечно, привлекало внимание разного рода лихих удальцов, мечтавших завладеть породистым скакуном. Запорожские казаки не раз подбирались сюда с самой сечи, чтобы внезапным наскоком рассеять стражу и отогнать табун на север. Впрочем, редкие налеты конокрадов были не самой большой проблемой. Куда более серьезная угроза нависла над здешними берегами в начале 17 столетия, когда донские казаки прознали легкий путь в Крым с Азовского моря. Азовское побережье Крыма было весьма слабо заселено. Именно поэтому донским казакам, которые приплывали сюда с самого Дона на больших парусных лодках, нередко удавалось высадиться незамеченными на здешнем берегу и прокрасться через степи к крымским городам, иной раз к Иске-Крыму, а иногда даже к самому Карасу-Базару. Улучив удобный момент,
казацкие отряды нападали на беспечный город, разоряя его рынки и поджигая кварталы. Чтобы перекрыть неприятелю путь в Крым с Азовского берега, хан Мехмед IV Герай в 1640-х годах повелел выстроить две крепости. Одна, под названием Ченишке, встала у пролива Тонка-Вода, а вторая, Арабат, сооружена там, где песчаная коса соединялась с полуостровом. Хан разместил в Арабате гарнизон в 150 стрелков с пушками, ружьями и большим запасом всяческого вооружения. Азовское побережье Крыма теперь оказалось под надежной защитой. И хотя донские казаки с той поры еще не раз приплывали сюда, пытались обстреливать Арабат и высаживать свои десанты, все же спорить с мощным укреплением им было непросто, и их морские налеты со временем сошли на нет. Арабатская крепость была весьма солидным сооружением. При ее строительстве Арабатская стрелка была перекопана глубоким рвом от Азова до Севаша. Для того, чтобы противник не обошел этот ров по севашским мелководьям, в дно залива длинным рядом были вбиты толстые деревянные колья, а там, где этот чистокол заканчивался, на искусственном мысу была поставлена артиллерийская батарея. Можно видеть, что важность стратегического положения этой точки оценили и командиры Второй мировой, которые построили здесь целую цепь бетонных дотов. Глубоким рвом была окружена и сама крепость. В старину ров был выложен камнем и, вероятно, заполнялся водою из Севаша. Сама крепость в плане имела вид сложного, изломанного многоугольника. Это позволяло стрелкам обстреливать с разных сторон неприятеля, пытающегося штурмовать стены. Стены Арабата сейчас наполовину разобраны, а изначально достигали гораздо большей высоты. На крепостных бастионах были установлены тяжелые пушки. Главный путь в крепость со стороны Крыма шел через высокие железные ворота. Среди руин Арабата по сей день можно видеть развалины их фриза, арки привратных помещений, отверстия для больших засовов. Это были не единственные врата крепости. Помимо них, в ее стенах существовали еще две тщательно охранявшиеся калитки. Одна из них открывалась на морской берег, а вторая в ров с западной стороны. Внутри, за крепостной стеной, стояли казармы для воинов гарнизона, дом коменданта крепости, мечеть с минаретом, бани с куполами. Ни одна из этих построек не дошла до наших дней. Дольше всех прочих продержалась мечеть. Еще в 1920-х годах она была цела, и художник Усеин Баданинский успел зарисовать ее. Затем в ней был устроен клуб, в котором крутили кино, а впоследствии ее и вовсе взорвали, сравняв с землею, как и сотни многих других памятников эпохи Крымского ханства по всему полуострову. Сегодня мы можем видеть лишь груды камней на том месте, где когда-то возвышалось это сооружение. Помимо наземных построек, в Арабатской крепости было сооружено и несколько подземных погребов для хранения пороха и боеприпасов. В один из таких погребов можно спуститься по ступенькам и осмотреть его изнутри. Этот погреб представляет собой небольшое помещение с вентиляционным отверстием, в
круглом своде. Таким было новое приазовское укрепление, возведенное по приказу Мехмеда IV Герая. Добрую 100 лет оно надежно охраняло берега Крыма, покуда на смену казацким лодочным флотилиям у Крыма не появился более серьезный противник. На следующее лето после того, как царский фельдмаршал Миних пробился на полуостров и обратил в пепел пол Крыма, хан Фетх II Герай лично встал на Перекопе для того, чтобы отразить новое наступление русской армии и не дать ей проникнуть в Крым. Хан учел ошибки прошлого года и наглухо перерезал Перекопский перешеек. Но фельдмаршал Ласси, выступивший на Крым в этом году, и не собирался штурмовать Перекоп. Для вторжения в Крым он избрал другую дорогу, ту самую тропу через море, Арабатскую стрелку. Во главе 40-тысячной армии он двинулся по ней на юг. Узнав об этом, Фетх Герай приказал османскому Сираскиру, чтобы тот встретил его войско возле стен Арабата. Турки встали возле крепости и ожидали, а русские так и не появлялись, покуда по Крыму не разнеслась тревожная новость. Ласси уже под Карасу-базаром. Оказалось, что Ласси не решился приближаться к Арабату, а заставил своих солдат и казаков вместо того переправиться через Сиваш в безлюдном месте напротив устья Салгира, и сколотив плоты из бревен и бочек. Калга Арслан Герай бросился на перерез противнику, но ничего не смог поделать. Ласси вошел в Карасу-базар и предал город огню. Арслан Герай навсегда запомнил эти дни. И когда 11 лет спустя он сам достиг ханского престола, то первым его делом стало усиление уязвимых северо-восточных побережий Крыма. Хан приказал соорудить новые укрепления и валы на Чонгаре, на устье Салгира, на островах Сиваша. Он отремонтировал рвы и стены Перекопской и Арабатской крепостей. А для того, чтобы округа Арабата не оставалась безлюдной и бесконтрольной, он переселил сюда с материка семьи кочевых ногайцев. Свои выводы из этих событий сделали и российские военачальники. В 1771 году они двинулись на Крым уже сразу с двух направлений – из Перекопского перешейка и с Арабатской стрелки. Армия генерала Щербатова за 3 дня прошла всю стрелку и подступила к Арабату. Пока 2 ее колонны в ночной атаке штурмовали стены, 3-я сумела тихо обойти Сивашский частокол и ударить с тыла, со стороны ворот. Арабат пал, его защитники рассеялись по степям, и генерал беспрепятственно вступил в Крым. После российского завоевания Крыма Арабатская крепость утратила свое военное значение. Новые власти поставили в ней не военный гарнизон, а лишь малый караул из 8 донцов, из тех самых донских казаков, ради защиты от которых когда-то крымскими ханами и было возведено это укрепление. Арабатская стрелка – это одна из наиболее удаленных и редко посещаемых местностей в Крыму. А стоящая на ней крепость – один из самых загадочных крымских памятников. Я не устаю повторять, что Крым – это целый мир в миниатюре, и в нем тоже есть свой далекий и пустынный край света. И добравшись до этого края, ты обнаруживаешь, что даже в этом затерянном уголке земля полна богатейшей исторической памятью.